В Узбекистане арестован блогер. Кыргызстан лидирует в регионе по уровню возрождения ислама. Эксперт. В Таджикистане закрыты все мечети. Освещавший в соцсетях проблемы обычных андижанцев, блогер Джурабек Кемизов был арестован 26 февраля в Пахтаабадском районе Андижанской области. 38-летний таксист обвиняется в мошенничестве. Жена Джурабека сказала, что ее муж арестован за критику местных властей. Водитель-блогер Джурабек Кемизов был вызван в Пахтаабадское РУВД 26 февраля и арестован в тот же день. По информации родственников Джурабека, ему предъявлено обвинение по статье 168 «Мошенничество». По словам супруги задержанного, уголовное дело против ее мужа было сфабриковано. 26 февраля его вызвали в Пахтаабадский РУВД. Мы пошли. Когда он был в России, позвонил следователь Джасур. Они вынесли решение, не сообщив мне и не сказав мужу. Один человек написал заявление о своей пропавшей сумке 2 года назад. Они добавляют еще несколько дел к этому делу, добавляя больше имен к уголовному делу. Его обвиняют в мошенничестве. Больше мне ничего не известно. Следователь не отвечает на мои вопросы. Прокуратура говорит, ответ отправлен письмом. Встретиться с мужем не разрешают, говорит супруга задержанного. Супруга блогера Асилзада Халмирзаева побывала во всех тюрьмах Андижана и сказала, что не может получить информацию о местонахождении Джурабека. Напомним, Джурабек Кемизов в составе группы узбекских таксистов критиковал ситуацию на таможенном пункте на границе Узбекистана и Кыргызстана. Возрождение исламских ценностей происходит быстрыми темпами в Кыргызстане, а проправительственное духовное управление мусульман теряет доверие населения. Об этом в интервью с корреспондентом портала Украина.ру сообщил российский политолог, руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Как заявил Андрей Грозин, интересно то, что, по мнению Центральноазиатского экспертного сообщества, Киргизия сейчас является самой исламизированной страной. Там растет количество мечетей и медресе, которых больше, чем школ. В каждом регионе действует по несколько джамаатов, объединений людей, исповедующих ислам того или иного толка. Да, они все сунниты, но кто-то более радикален, кто-то менее, кто-то склонен исповедовать идеологию материнских организаций, которые находятся в Турции, Саудовской Аравии и Пакистане. Там винегрет из этих структур, которые абсолютно не контролируются духовным управлением мусульман Киргизии. Дело в том, что в Киргизии сложилась такая ситуация, что официальное исламское духовенство, если дипломатично сказать, имеет очень низкий авторитет среди верующих. То есть вся история духовного управления мусульман Киргизии – это история сплошной большой коррупции. То есть люди видят, что официальные муфтии продают места на хадж в Мекку. Эти коррупционные скандалы подрывают авторитет государственно контролируемого ислама, заявил политолог. مشکل فقط نماز جمعه خواندن نماز جمعه در مسجد جامع موقتا یعنی خودداری شده است موقتا. В столице Таджикистана Душанбе, начиная с 4 марта, закрыты все мечети для совершения коллективных молитв. Допускается лишь совершение джаназа намаза. Такое решение было принято 3 марта на собрании Совета улемов страны в связи с опасностью возникновения эпидемии коронавируса. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Исламского центра Таджикистана. В целях предотвращения заражения и распространения вируса среди жителей страны принято решение временно отказаться от совершения коллективных молитв, кроме как совершения джаназа, говорится в обращении. После обнародования такого решения жители Таджикистана начали запасаться продуктами питания и скупать их в большом количестве. В таджикском сегменте соцсетей опубликованы соответствующие видеозаписи, которые свидетельствуют о распространении панических настроений среди населения.
Вместе с тем, наблюдатели недоумевают от того, почему в целях предотвращения заражения коронавирусом и его распространения власти закрыли именно мечети, в то время как все учебные заведения в стране работают в прежнем режиме. Ранее Афшин Муким, пресс-секретарь Комитета по делам религии, сообщил Азия Плюс, что, вероятно, в ближайшие дни во всех мечетях страны будет объявлена временная карантинная ситуация. В зависимости от конкретных обстоятельств, включая обращение некоторых священнослужителей к посетителям мечети о временном воздержании от участия в богослужении, можно сказать, что это прямое превентивное решение, принятое духовенством и представителями мечетей. Решение было принято с учетом существующей ситуации и рекомендаций Исламского центра Таджикистана, сказал Афшин Муким. تصمیمی که امروز شورای علما مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان درباره خودداری کردن از خواندن نماز